Вітаю вас. Ефір нашого телеканалу продовжує програма «Майбутнє Крима». І сьогодні ми поговоримо про міжнародний тиск на Росію, як воно впливає на права в окупованому Криму. Гість нашої програми Ескендер Барієв, член Меджлісу та керівник Кримсько-татарського ресурсного центру. Вітаю вас, Ескендер Барієв. Добрий вечір. Відомо, що ви один з тих, хто дуже часто виїжджаєте за кордон та на міжнародних майданчиках піднімаєте питання щодо прав в окупованому Криму. І перед тим, як розпочати нашу бесіду, пропоную подивитися сюжет. Сначала сына, затем отца. В оккупированном Крыму на 2 месяца арестовали Бекира Дегерменчи, отца фигуранта так называемого дела 26 февраля Мустафы Дегерменчи. Он сам и его адвокаты обратились в суд с ходатайством об изменении меры пресечения. Дегерменчи хотел, чтобы ему разрешили выходить из дома в дневное время, чтобы помогать семье после ареста отца. Али Асанов, у которого 4 детей, также просил изменить ограничения домашнего ареста и дать ему возможность хотя бы возить детей в школу и иметь возможность работать, чтобы содержать свою большую семью. Однако суд не удовлетворил ни одно ходатайство. Просили, даже если оставлять домашний арест, хотя бы расширить радиус, чтобы они днем могли работать, помогать семье. У Али Асанова 4 малолетних детей, которых необходимо водить в школу. Как и всегда, не помню, какое это продление, суд нас не услышал, они не могут звонить, не могут самостоятельно передвигаться, пользоваться интернетом. Оккупанты устроили облаву. Аферист-провокатор втерся в доверие к ветерану национального движения «Вечер». І сьогодні відомо, що Бекир Дегерменчи мав приймати участь на форумі в ООН, так? Да, дело в том, что как раз в конце ноября проходили 2 форума ООН в Женеве. Первый форум, где мы принимали участие, где непосредственно я принимал участие, и где планировали мы, что принял участие Бекир Ага. Это форум, который называется «Форум по предпринимательской деятельности и правам человека». Этот форум, он считается одним из самых крупных в рамках Организации Объединенных Наций, потому что там 2 крупных форума. Первый – это гуманитарный форум, где обычно принимает участие до 5000 человек. И вот данный форум по предпринимательству и правам человека, там обычно принимает участие до 2000 человек. Это такая огромная площадка. Но чем отличается этот форум? Там нет такого пленарного заседания, потому что понятно, что 2000 человек одновременно невозможно поместить в один зал. И поэтому в рамках этого форума, он проходит 3 дня, и проходил этот раз, там созданы площадки, где принимают участие по 150 человек, по 200 человек, и, соответственно, на разные темы. Однозначно, в рамках этого форума там говорилось и об эксплуатации детского труда, допустим, в Юго-Восточной Азии. Там говорилось допустим, о нарушении трудового права людей. А там говорилось в том числе о нарушении прав коренных народов, об использовании коренных народов и именно в бизнесе или в рамках, скажем, использования труда коренных народов. И мы как раз работали над тем, чтобы Бекир Ага смог принять участие и, соответственно, рассказать на примере трагедии собственной семьи, трагедии собственного сына, потому что его сын около 2 лет именно провел непосредственно в застенках ФСБ и сейчас находится под домашним арестом, для того, чтобы довести более полную информацию для широкой общественности, потому что обычно в этих форумах принимают участие как эксперты ООН, принимают участие активисты неправительственных организаций и, соответственно, миссии государств, членов Организации Объединенных Наций. И поэтому само появление или само участие на подобных форумах жертв репрессий или их ближайших родственников или их адвокатов, это очень важно, так как люди непосредственно видят этих жертв,
жертв, и общаясь с ними или услышав их, они могут сделать себе правдоподобные какие-то заключения. И, кстати, вот я просто хочу закончить мысль, почему важно. Вот, допустим, после этого форума сразу же проходил форум по меньшинствам, и там принимал участие Эльвир Сагерман. Эльвир Сагерман при выступлении своем, уже, ну там, поскольку этот форум, он меньше по масштабам, и там было пленарное заседание. На пленарном заседании, когда он выступал, представитель российской общественной организации в нарушении регламента заседания Организации Объединенных Наций начал перебивать. И вот сейчас в интернете вы увидите этот ролик, и перебивая, он пытался заглушить или не дать выступить. Это истерическое действие представителя Российской Федерации говорит о том, что это бессилие, это, скажем, попытка не дать возможность донести до широкой общественности вот эти проблемы. И несмотря на то, что председательствующий на этом заседании сделал ему замечание, понятно, что все остальные отреагировали на это, и, соответственно, они пришли и стали больше интересоваться о тех проблемах, которые существуют в Крыму. И вот, возвращаясь к Бекир Ага, конечно, эта информация, она прошла, ну, скажем, более такой узкой группе, потому что, ну, с моей стороны это была даже такая эмоциональная реплика, потому что для того, чтобы зарегистрировать участника для участия вот на подобных мероприятиях, это огромный объем работы. Это поиск финансовых средств, это, скажем, бронирование отеля, вылета на самолете, это проработка по регистрации непосредственно самого участника. И, конечно, мы увидели, скажем, усложненную даже проблему. Кроме того, что еще в отношении сына продолжается уголовное производство, он находится под домашним арестом. Сегодня оказалось, что Бекир Ага, уважаемый человек, отец, который просто вызвался помочь ветерану национального движения Рамитле Виджиапте, он оказался сегодня сам в застенках ФСБ. И это действительно, это трагедия семьи, это трагедия всего нашего народа. Присоединиться к нашему эфиру вы можете, позвонив на телефон, который сейчас будет на экране, либо на скайпе. Мы продолжаем. Искандер Ага, вы часто вот выступаете на международных площадках. Насколько вот эта платформа, есть ли успехи в этой платформе? Как оно влияет на крымских татар в оккупированном Крыму, на крымчан? Когда мы говорим о деоккупации Крыма или когда мы говорим о защите прав человека в Крыму, мы понимаем, что деоккупация Крыма невозможна силовым путем. А деоккупация Крыма возможна только путем дипломатического общения и путем правового. То есть, когда мы набираем материалы, у нас, когда собранный качественный кейс о тех нарушениях прав человека, которые проводятся в Крыму де-факто властью, соответственно, мы всегда можем, это те доказательства, в рамках которых преступники будут нести ответственность. А поверьте, и я пользуюсь случаем, даже если эти преступники сегодня смотрят этот эфир, хочу напомнить, рано или поздно они все будут нести ответственность, они все сядут и будут отвечать в Гааге. Как об этом я в лицо сказал представителю российских СМИ, когда мы общались в Вене. И поэтому я уверен в том, что эти люди рано или поздно будут отвечать за свои действия. Теперь возвращаясь к международным площадкам. Понятно, для того, чтобы было воздействие на Российскую Федерацию, чтобы мы могли предупредить те какие-то более такие вот репрессивные действия в отношении людей, которые сегодня находятся в застенках ФСБ или задержаны, чтобы они не были подвергнуты тортуру, наша задача максимально быстро реагировать на международном уровне, чтобы авторитетные политики, чтобы авторитетные международные организации, авторитетные международные правозащитные организации могли своевременно отреагировать и тем самым продемонстрировать Российской Федерации, что эти люди находятся под контролем, под, скажем, оком международной общественности. И что в отношении этих людей нельзя и невозможно совершать какие-то, ну, скажем, тортур, какие-то физические воздействия. Потому что для нас важно, чтобы эти люди хотя бы сохранили свое здоровье, чтобы эти люди не были покалеченными. И когда эти люди на виду, то по отношению к ним, соответственно, даже преступники пытаются уже с осторожностью относиться в том же в СИЗО или в
в тех же кабинетах ФСБ. Кроме того, когда мы информируем, мы все больше и больше набираем круг друзей крымских татар, круг друзей Украины, которые готовы нас поддерживать, которые насколько готовы... мы можем проинформировать для международной площадки? Насколько они слышат проблему крымских татар? Достаточно ли информации для них? У меня в последнее время появилось такое выражение: для того, чтобы вас слышали, надо, чтобы вас услышали. Потому что этот мир настолько он скоротечен, настолько он информационно нагружен, что вот тот поток информации, который поступает, люди не готовы все воспринимать. Кроме того, мы должны понимать, что проблема крымских татар и проблема Крыма, она не так широко известна всему миру. Порой у нас иллюзии, что мы думаем, что знают о Крыме, что нас Что ждут. если мы болеем этой проблемой, знают да, все. Что мы только приедем, и нас сразу с распростертыми руками будут ждать. Нет, на самом деле это не так. Ведь мы, если зададим себе вопрос, а много ли мы знаем о проблеме в Чаде? Или много ли мы знаем о проблемах в Мали? Или много ли мы знаем о проблемах, там, допустим, в Сирии? Нет. И поэтому мы должны понимать, также другие люди, и все люди, которые приезжают на такие международные площадки, они пытаются... Звонок, да, они пытаются просто говорить о своих проблемах. Студию? Сорвался, говорят, режиссер. Да. И продолжая мысль, поэтому наша задача использовать международные площадки, наша задача информировать, наша задача креативно подходить к этим вопросам. То есть мы должны приезжать и с раздаточными материалами, которые визуально доказывают то, что на самом деле творится в Крыму, что есть конкретные люди, по отношению к которым проводятся репрессивные действия. Нам нужно привозить видеоматериалы для того, чтобы видеоматериалы давали возможность увидеть и воочию. Достаточно этих людей, которые должны все это привозить, показывать? Либо у нас нехватка, скажем так, сказать о том, что достаточно, это будет неправильно, потому что мы более-менее неплохо так охватываем, скажем, европейский регион. Мы более-менее пытаемся охватить регион ООН, да, вот именно площадки ООН. Но при всем том, подобных форумов, подобных мероприятий на самом деле очень много. И успеть во всех принять участие не так просто. Понятно, что правозащитные организации всячески пытаются принимать участие, Меджлис крымско-татарского народа всячески пытаются участвовать во всех этих процессах, но для этого мы, чтобы было наше устойчивое развитие, мы поэтому и разработали стратегию публичной дипломатии крымских татар. Для того, чтобы мы выезжали не просто приехать там и, может быть, с кем-то повстречаться или поприсутствовать там, нет. Мы после каждой нашей поездки должны видеть результат. Во-первых, донести информацию до широкой общественности, а второе, особенно при таких вот встречах, вот как я был совсем недавно в Брюсселе, и в рамках нашей поездки мы встречались с депутатами Европарламента, мы встречались с миссиями, допустим, Эстонии и Литвы в Евросоюзе, мы встречались с представителями Евросовета и с представителями по международным отношениям Евросовета. И здесь необходимо уже не просто давать информацию, что же произошло. Да, мы рассказали о том, что произошло с Рамитли Виджиятта, но при этом нам сразу задают вопрос, а что делать? Вот мы приняли резолюцию, Российская Федерация не выполняет. Вот на ваш взгляд, что мы должны дальше делать и как мы должны дальше влиять на эти процессы? Кроме того, мы должны понимать, что вся международная система, она не такая простая. Вот если мы возьмем Европейский Союз, то в Европейском Союзе, вот допустим, когда принимается решение, я встречался с представителями санкционного комитета Европейского Союза, когда принимается решение о санкциях в отношении Российской Федерации, то должно быть решение принято путем консенсуса. То есть если одна страна воздерживаться или против, то решение не будет принято. И то, что на протяжении всего этого времени сохранены санкции, это большой результат той большой работы, скажем, дипломатов Украины, общественников, Меджлиса крымско-татарского народа, который проводится на протяжении всего этого времени. Если так вот посчитать, только за этот последний год я принимал участие в более чем 10 вот таких площадках международных, где мы максимально пытались представить и родственников жертв, адвокатов, и в том числе сами выступали. И возвращаясь опять же к санкционным процессам, и вот сегодня мы пришли к такому мнению, чтобы усилить персональные санкции или развивать персональные санкции, для того, чтобы мы нашли следующий путь, что нужно работать непосредственно с самими странами.
чтобы они на национальном уровне принимали законы, расширенный закон Магнитского. И есть уже претенденты в мире. Эстонская республика, Литовская республика, Великобритания и Канада, они уже приняли такие законы. Наша задача теперь, чтобы как можно больше стран приняли подобные законы в Европе. Это может быть Австрия, это может быть Польша, это может быть Венгрия, Румыния и так далее и тому подобное. Но для этого нужно выезжать, для этого нужно встречаться с депутатами национальных парламентов, потому что за ними решение. Нужно встречаться с влиятельными, авторитетными людьми в этих странах, чтобы они могли повлиять на людей, на депутатов. И это вот те шаги, которые требуют большой системной работы. Сейчас у нас на связи Алия Ханум Дегерменче, супруга Бекир Ага Дегерменче. Алия Ханум, селям алейкум. Да, алейкум селям, да. Алия Ханум, расскажите, Да. что вам известно про Бекир Ага? Удалось ли вам с ним пообщаться? Как его здоровье? Нет, вы знаете, встретиться мне с ним не удалось. Мы после его задержания, значит, почти 3 дня не знали точно, где они находятся, в ИВС или в СИЗО. И только в понедельник нам пришло, такое, в общем, сведение, что 2 из них находятся в Бахчисарае, в ИВС, значит, это Руслан и Кязим Ага, а нас перекинули в Саки, это Бекира и Асан Ага. Получается, что нам это преподнесли так, как будто в СИЗО нет мест. Значит, мы могли туда передавать только передачки, это вещи, еду, а непосредственно адвокаты уже были на допросе, где им вручили, значит, обвинение. А теперь 1 числа я узнала, что, значит, он еще до сих пор находится в ИВС города Саки, и, значит, передав ему одежду, все, мне следователь сказал, что их могут ночью перевести. Но сейчас, по моим данным, они где-то, наверное, уже в СИЗО в городе Симферополе, но связи никакой. Адвокат может теперь только в понедельник, значит, пообщаться. Но единственное успокаивает то, что я смогла передать ему все необходимые лекарства для того, чтобы он мог дышать, потому что у нас без ингаляторов могут быть осложнения. Вот, поэтому я сейчас даже не знаю, как он себя чувствует, но думаю, что муж у меня сильный, и его ничего не сломает, и все-таки эта несправедливость, она, по крайней мере, должна все-таки внести какой-то свет, потому что я 100% уверена, мой муж, Асан Ага, Кязим Ага, Руслан, это те люди, которые реально, мы на протяжении всех 3 лет, что происходит с моим сыном, всегда находились вместе. Рамикли Виджабла, это как наших мама, и она для нас была вот лучиком света. Она держала нас на плаву, всегда говоря о том, что мы выдержим. И мы шли за ней, мы всегда ей помогали. И наши мужчины тоже хотели, помочь, потому что бабушка осталась без угля, без дров. Этот мужчина, который просто-напросто каким-то макаром влез к ним в жизнь и перевернул все. И так же, как ихнюю жизнь, и получается сейчас нашу жизнь. Бекир Ага... Поэтому я даже не могу найти, понимаете, таких слов, которые бы они обвиняют нас в вымогательстве, но для чего эти бы 7 тысяч не сыграли бы роль ни для кого из нас, которых вот там они сейчас держат в заперти. И наши мужчины, получается, что это настолько... они сейчас, мне кажется, так тяжело переносят смерть Виджабла, потому что мы всегда ее, хотели видеть живой, здоровой. Мы ее ждали очень, пока она вернется с лечения с Турции. И так это все получилось, что, мне кажется, они это очень тяжело переносят там. Бекир Ага стал заложником такой авантюры, да,
провокации со стороны гражданина Турции. Как вы думаете, как оно дальше повлияет, как пойдет дальше дело в отношении вашего супруга? Ну, я так думаю, что Что говорят это адвокаты? вымогательство играло какую-то роль. Скорее всего, просто Бекир, он, ну, понимаете, когда нас коснулось то, что нашего сына обвиняли в участии в массовых беспорядках, Бекира это очень сильно возмущало, и он, ну, всячески старался, как бы, ну, помогая нашему сыну, нашему народу, он говорил, что я буду со всех этих говорить, что, ну, это несправедливо, это незаконно. Но он выезжал в Евросоюз, мне кажется, вот этим как-то они пытаются его сейчас там удержать, наверное, потому что, ну, они хотят нас запугать, но у них это не получается. Чем больше нас запугивают, тем больше наш народ начинает понимать, что мы должны быть вместе. Я вот это ощущаю на протяжении вот всех 3 лет. Это наши бесконечные суды. Это где люди приходят, узнают, спрашивают, пытаются протянуть руку помощи. То есть я вот еще за все это время, ну, будем говорить, не оставалась одна. Я чувствую, что со мной всегда наши люди, они помогают добрым словом, каким-то своим этим. Я очень благодарна им. Я до сих пор в таком, ну, шоке. Я не думала, что так это все повернется. И я также уверена, что жена Асанага, Руслана, Кезимага, они тоже сейчас очень растеряны. Я просто, касавшись уже этой ситуации, когда эта несправедливость коснулась моей семьи, я могу еще сдерживать эмоции, а им это сложнее, потому что они столкнулись впервые. Я пытаюсь им помочь, где-то что-то рассказать, чтобы они не показывали своих слез и держались так, чтобы наши мужчины, видя нас, знали, что мы верим в них и всячески, ну, поддерживаем их. Поэтому наших слез они не увидят. Мы будем всегда со своими мужьями, и чтобы нас сейчас не коснулось, мы это, я думаю, что гордо пройдем, и они убедятся, что наши мужчины не вымогатели, как они нам сейчас хотят это все, ну, сфабриковать, будем так говорить. Çok sağ olun Salih Hanım, что присоединились к эфиру. Çok sağ olun. Чисто çok sağ olun. Ну, что я тут могу сказать? В первую очередь я хочу сказать, что Аллах сабр версен, кувет версен, потому что действительно это выдержать, это трагедия для семьи. И мы, анализируя в Крымско-Татарском ресурсном центре, анализируя вот эту ситуацию, вот последнюю ситуацию, мы пришли к следующему выводу. Ну, я имею в виду наши юристы, наши журналисты, информационщики и аналитики. Мы как раз пришли к такому выводу, что первое, это однозначно акция или это была провокация, нацеленная на то, чтобы, направленная на то, чтобы дискредитировать Меджлис крымско-татарского народа, так как не выполняется решение, промежуточный приказ Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса, соответственно, нужно максимально показать, что Меджлис крымско-татарского народа имеет прямое отношение к какой-то бандитской, экстремистской деятельности и несет угрозу. С другой стороны, наши юристы пришли, юристы Крымско-Татарского ресурсного центра пришли к такому мнению, что сегодня они уже начали менять определенную тактику. То есть, если мы берем дело 26 февраля, если мы берем дело Чигоза Ахтема, когда, ну, попытались и разбить это дело, то это чисто политические дела были. Они связаны были там с геополитическими требованиями, с позицией народа и так далее. А если мы берем Хизбут Тахрир, это тоже политические дела, потому что это связано с правом на свободу совести, на взгляды, да, на мировоззренческие какие-то моменты. А если даже мы возьмем дело диверсантов, то это тоже связано с какими-то геополитическими процессами. То здесь уже видны другие тенденции. Это, я думаю, что не я, а команда Крымско-Татарского ресурсного центра пришла к такому мнению, что они пытаются уже использовать методы Советского Союза, советского КГБ, когда в большинстве своем активисты Крымско-Татарского национального движения были в первую очередь арестованы и сидели в тюрьмах как тунеядцы, как мошенники, как преступники, то есть как обычные уголовники, да, а не политические деятели.
были. И поэтому в данном случае как раз-таки они и пытаются преподнести, что и Асан ага Чепух, и Руслан, и Казим ага, и Руслан Трубач, я имею в виду, и Бекир ага, они стали вдруг какими-то вымогателями, люди, которые никогда не имели отношения ни к каким-то бандитским группировкам, ни к каким-то... Возможно, что они связаны с тем, что они же одни из тех, кто постоянно ходил на суды. Однозначно. Однозначно это те активисты, которые были активны. Они ходили на суды, они не молчали, они старались быть активными. И понятно, что информация ФСБ о них была. И нужен был повод для того, чтобы, скажем, их нейтрализовать, для того, чтобы не дать возможность где-то участвовать. Кстати, даже участие Бекира ага мы держали в секрете. И это вот после ареста, я же говорю, это была моя эмоциональный такой всплеск, потому что это огромный объем работы, и мы, в принципе, готовы были к тому, чтобы действительно мы могли преподнести вот эту трагедию крымско-татарского народа на примере семьи Дагерменджи. И здесь, получается, к сожалению, оно ухудшилось в связи с арестом. Но при всем том, опять же, те резолюции, которые принимаются, Третий комитет совсем недавно ООН принял резолюцию, она достаточно сильная резолюция, и мы ожидаем, что уже во второй половине декабря будет Генеральная ассамблея рассматривать эту резолюцию, там достаточно жестко все сказано. Резолюция Европарламента, в последней резолюции Европарламента там четко перечисляются фамилии, имена политических заключенных. Это не просто заявление, это политическая оценка тем событиям, которые происходят в Крыму. И как раз-таки то, что организовывают Меджлис крымско-татарского народа, дипломатические структуры, Крымско-татарский ресурсный центр и другие организации, то, что мы организовывали, эти сайд-ивенты, выступления на пленарных заседаниях, это все как раз-таки результаты того, что у политиков, у влиятельных людей в мире складывается то реальное впечатление, что реально происходит в Крыму. И поэтому это такая опять же, в рамках стратегии публичной дипломатии, это такая широкая работа. Да? С одной стороны, мы должны, вы задали вопрос, а много ли людей должно участвовать? Чем больше, тем лучше. И кроме того, эти люди должны быть подготовлены, они должны быть грамотны, они должны знать, как это все организовывается. А вот ваша организация, Крымско-татарский ресурсный центр, организовывают такие курсы, либо организуются ли такие курсы в Киеве? Мы на протяжении уже года проводим Академию публичной дипломатии. Мы провели на данный момент 5 сессий. На этой академии... Насколько активны крымские татары в этой... Но в этой академии у нас как раз представлено 20 человек фиксированная группа, и из 20 человек 16 человек это крымские татары. Конечно, хотелось бы, чтобы были более активными, потому что в рамках на данную академию мы привлекаем преподавателей из Киевского института международных отношений, международных экспертов, людей, которые, лекции которых стоят достаточно больших денег. Да? И мы стараемся сделать так, чтобы то, что в этой академии могут получить люди, даже будучи активистами с опытом, они не получат нигде, ни в одном университете. И в рамках этой академии мы сейчас в ближайшее время уже разработаем такой документ, как концепция имиджа крымско-татарского народа. Это очень важно для того, чтобы мы могли коррегировать, могли видеть, сделать акценты, с помощью которых мы можем дать больше информации о проблемах крымских татар, о самом крымско-татарском народе. Второе, soft power. По-другому оно называется мягкая сила. То есть как раз-таки механизмы или методы ненасильственной борьбы, с помощью которых можно давить на страну-агрессора. И третье направление, мы сейчас разрабатываем что-то вроде концепции, да, или направления геостратегической роли крымско-татарского народа, как фактора, да, в этих процессах. И как раз-таки мы там строили различные модели вместе с экспертами достаточно известными, как может быть в той или иной ситуации. И поэтому мы будем продолжать это направление. Это способствует такому устойчивому развитию публичной дипломатии крымских татар, чтобы на более профессиональном
профессиональным уровнем мы работали. И когда они уже смогут выходить на Ну вот, международные, скажем, майданчики, да? Вот живой пример. 2 дня назад, вернее, сегодня ночью вернулись 2 человека. Это слушатели Академии публичной дипломатии. И это ребята, и один из них выступал. У него была действительно такая, как я уже сегодня сказал в начале передачи, такая ситуация, о которой я рассказывал, с которой я сталкивался до вот этой ситуации, что на самом деле при выступлении общественных организаций на этих площадках официальные представители государств имеют право прерывать. И часто бывает ситуация такая, что прерывает, к примеру, Российская Федерация, потом заступается представительство, там, допустим, Соединенных Штатов Америки или Австрии, которое требует снова дать слово, выступить общественнику. Потом может вмешаться там Иран, который пытается поддержать Российскую Федерацию. Но вот в этом плане важно правильно сориентироваться. И как раз на последнем мероприятии получилось, что Российская Федерация в нарушении вот этих норм, представители Российской Федерации, именно некоммерческих организаций, они не имели права этого делать. И они пытались прервать выступление, и им делали публичные заявления. Есть те, которые поддерживают Россию? Много таких? Это вопросы, это работа дипломатии. Опять же, Россия на самом деле не спит. Она постоянно пытается информировать, она постоянно пытается направлять туда огромное количество своих людей. Она вкладывает огромные средства. Вот, к примеру, вот все эти площадки, допустим, ООНовские, ОБСЕ или там площадка Евросоюза, они отличаются. В каждой из этих площадок есть специфика. И поэтому в рамках Академии публичной дипломатии мы отрабатываем эти вещи. И когда мы говорим об этих, даже в рамках ООН, есть площадка, допустим, постоянного форума ООН по коренным народам, по вопросам коренных народов. И в этом году, когда Крымско-Татарский ресурсный центр совместно с институтом, Эстонским институтом прав человека, мы формировали делегацию и направляли туда, мы как раз уже имея опыт и зная, что Россия достаточно массово представлена там, мы смогли правильно тактически выстроить наше выступление, что когда были реплики со стороны Российской Федерации, их просто засвистывали. Это было реально. И это говорит о том, что те участники разных национальностей, представители разных коренных народов, они оказывали нам поддержку в этом плане и демонстрировали Российской Федерации, что они не готовы слушать ту ложь, которую они несут на международных площадках. Освободили Ильмяга и Ахтамага Чигоза, заместителей главы Меджлиса. Как вы, известно, что уже более полусотни крымских татар, крымских политзаключенных. Как вы видите решение проблемы, чтобы их тоже освободили? Есть ли какой-то механизм, есть ли какой-то список, как есть там обмен полоненых, да, на материковой части Украины? Есть ли такой список, связанный с крымскими татарами? Ну, по нашим данным, по данным Крымско-Татарского ресурсного центра, на сегодняшний день 60 человек, которые являются непосредственно политическими заключенными и по отношению к которым, правильно сказать, политически преследуемые. То есть в общей сложности 60 человек. Каким образом помочь? Опять же, это работа с государствами, работа с международными организациями, работа со специальными докладчиками, постоянное напоминание Российской Федерации о неисполнении решений таких органов, как Международный суд ООН, таких органов, как Комитет министров Совета Европы, а подобные решения или решения конвенционных органов ООН, они обязательны к исполнению. Если резолюция ООН или резолюция Европейского парламента носит рекомендательный характер, то подобные решения, они должны обязательно выполняться. Российская Федерация игнорирует, Российская Федерация не выполняет. Российская Федерация таким образом демонстрирует всему миру, что она нарушает международное право. И это есть угроза разрушения всего международного права. И если международное право будет разрушаться, то начнется в мире хаос. Поэтому, соответственно, страны, наиболее развитые страны, они стремятся сделать все, чтобы сохранить именно верховенство права в мире. Россию?
все-таки прекратить? В первую Только очередь санкции? но потому что других методов нет. Никто воевать не будет и не хочет. Но санкции действительно они действенны. Да, мы хотим увидеть как можно раньше результат этих санкций. Но санкции есть. Санкции по отношению к Российской Федерации продолжаются. Другой вопрос, что как аргументировать перед теми странами, которые еще не подключились к санкционным процессам, а их тоже немало. Вот те решения, где субъектами являются эти страны, и эти решения не выполняются Российской Федерацией, это очень серьезное основание для того, чтобы вести переговоры с представителями данных стран и объяснять, что, ребята, вот сегодня нарушается международное право. Вы не застрахованы от того, что завтра по отношению к вам будет нарушаться международное право. Если вы сегодня при принятии решения выбегаете покурить, или воздерживаетесь, или голосуете против, то нет никаких гарантий, что завтра вас могут защитить. И это постоянный процесс, над которым нужно работать, с которым нужно информировать. К примеру, если возьмем опять же Азербайджан, если возьмем Третий комитет. Азербайджан – это азербайджанцы очень близкий к нам народ. Очень близкая у нас историческая связь. Азербайджанцы неоднократно, мои друзья, обращались, чтобы мы говорили о проблемах Карабаха. Но при всем том, я им говорил, что мы в контексте проблем с Крымом, мы можем говорить о Карабахе. Но когда Азербайджан не то что воздерживается, а просто не голосует, а выходит, как говорят, покурить. Они просто выступили, раскритиковали, но не проголосовали. Но не проголосовали. И важен голос, важен результат. И поэтому я надеюсь, что в том же Азербайджане все-таки найдутся. Я думаю, это двойные стандарты, потому что, с одной стороны, Азербайджан не хочет портить отношения с Российской Федерацией, тем более там нестабильная ситуация все-таки в том регионе с Арменией, но с другой стороны, ведь Азербайджан также находится под постоянным давлением со стороны Российской Федерации. И если мы хотим все-таки, чтобы верховенство права все-таки правило миром, а не какое-то, я не знаю, самолюбие или эгоизм какой-либо страны, или, вернее, даже не страны, а лидеров этой страны, то тогда нам просто ничего не остается делать, как просто объединяться и работать вместе в этом плане. Говоря, опять же, о международных площадках, нам очень важно. У Украины очень слабые позиции, допустим, на Ближнем Востоке. У Украины очень слабые позиции в Южной Америке. Украина очень слабые позиции в Юго-Восточной Азии. То, что европейские страны нас сегодня поддержат, и этот статус нужно удерживать. И слава богу, что те выборы, которые в большинстве европейских стран прошли, там пришли здравомыслящие политические силы, которые все-таки поддерживают нас. И перед нами еще открывается очень большой объем работы, над которым нужно работать. Искандер Гачев, что пришли на наш эфир. И вчера поздно вечером отпустили под домашний арест проукраинского активиста Владимира Балуха. Предлагаю посмотреть эфир и уже вернемся после. Владимир Балух дома. Украинского активиста выпустили на свободу из зала суда. Раздольнинский суд Крыма изменил ему меру пресечения. Он год просидел в СИЗО. И вот теперь до рассмотрения дела в суде будет находиться дома 2 месяца. Крымчанину запретили покидать жилое помещение, общаться со свидетелями, пользоваться интернетом и почтой. Честно, было неожиданно. Ну как, уже к концу заседания, там, когда прокурор сказал, что да, там домашний арест, тогда я уже понимал, что другого решения не будет. А когда ехал сюда, то не было такого. Выдохнули уже? Легче чуть-чуть? Я еще не понял, если честно. Владимир Балух – проукраинский активист из села Серебренко Раздольнинского района. Местный фермер неоднократно вывешивал на своем доме украинский флаг и прибил к нему табличку с адресом улица Героев Небесной Сотни, 18 на украинском языке. У Балуха неоднократно проходили обыски. После одного из них в отношении него возбудили уголовное дело о якобы незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ. ФСБ утверждала, что нашли на чердаке патроны и тротиловые шашки. Однако это стало лишь формальным поводом для обвинения. Родственники уверены, он поплатился за свою проукраинскую позицию. Он не взял российский паспорт. И вот стали его преследовать. Цеплялись вони за все, за этот флаг. А последний, что ж, вони приехали, сельсовет пожалелся, что он цепил табличку «Небесная сотня».
В августе Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима, а также обязали выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей. Вот то, что происходит со мной, это яркий пример того, как может работать государственная машина. Ничего святого, никаких законных доводов, ничего на нее не действует. Это первая причина моего пребывания здесь. И вторая причина, это, конечно же, моя любовь к моей родине, ко всему, из чего я состою, к моей национальности, к памяти моих предков. Потому что все мои предки, по крайней мере те, которых я знаю, они все были украинцами, все были достойными людьми, хранящими традиции, соблюдающими традиции. Так само нас воспитывала сестра, не даст соврать. И мать с отцом. Родина для меня это то же самое, что мама, что семья, что дети. Позже Верховный суд оккупированного Крыма отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. На суде прокурор Дмитрий Королев не был против смены меры пресечения для Балуха. Защита просила о подписке о невыезде. Судья Елена Тидеева поддержала позицию обвинения. Адвокат с этим решением не согласна. Защита считает, что Балух подлежит освобождению, и в отношении него возможно избрать иную, более мягкую меру пресечения в виде подписки о невыезде, надлежащем поведении. Суд данный вопрос даже не рассматривал и, собственно, не отразил данный вопрос в своем постановлении. Владимир Балух не видел свою маму почти год. Его арестовали в прошлом году, 8 декабря. Оставайтесь с нами, и буквально через 5 минут мы продолжим. И гость нашей программы будет глава Меджлиса Рифат Чубаров.